Пушкин – гольфстрим нашей культуры, и это навсегда. Наш катастрофический атомный век Пушкин стал нам особенно близок. Мысленно возвращаясь к Пушкину, мы как бы говорим себе: неужели мы так хорошо начинали, чтобы так плохо кончить? Не может быть. Пушкин в своем творчестве исследовал едва ли не все главнейшие человеческие страсти. В Моцарте и Сальери он раскрывает нам истоки одной из самых зловещих человеческих страстей – зависть. Итак, Сальери завидует славе Моцарта. Обычно завидующий не говорит о себе: «Мне хочется иметь то, что по праву должен иметь и я». Страшная, смутная таинственность этого ощущения: «Он украл мою судьбу». Так чувствует Сальери. Когда речь заходит о том, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт произносит знаменитые слова: «Он же гений, как ты и я, а гений и злодейство – две вещи несовместны». Почему же несовместны? Гений по Моцарту и по Пушкину – это человек, наиболее приспособленный природой творить добро. Как же наиболее приспособленный творить добро может стать злодеем? Но гений не только нравственно, можно сказать, физически не может быть злодеем. И сейчас мы попробуем это доказать. Всякое талантливое произведение предполагает некую полноту самоотдачи художника. Мы не всегда это осознаем, но всегда чувствуем. Образно говоря, художник начинается тогда, когда он дает больше, чем у него просили. Идея щедрости лежит в основе искусства. В искусстве вес вещества, полученного после реакции, всегда больше веса вещества, взятого до реакции. Искусство нарушает естественно научные законы, и именно поэтому искусство – чудо, Божий дар. Можно сказать, что искусство нарушает естественно-научные законы ради еще более естественных и еще более научных. Щедрость есть высшее выражение искренности, поэтому идея щедрости лежит в основе искусства. Итак, искусство – дело щедрых. Стремление к полноте самоотдачи лежит в основе искусства. Чем талантливее человек, тем полнее самоотдача. Самый талантливый, то есть гений, осуществляет абсолютную полноту самоотдачи. Беспредельная щедрость подготавливается беспредельной концентрацией сил. При одержимости искусством вступает в силу некий закон, который можно назвать законом экономии энергии или силовой зацикленностью. Таким образом, гений не может быть злодеем и потому, что у него никогда нет свободных энергетических ресурсов на это. В Моцарте и Сальери просматривается вопрос и о влиянии мировоззрения художника на его творчество. Есть ли вообще такое влияние? С теми или иными отклонениями, безусловно, есть. Как должен относиться к своему делу Сальери? В полном согласии со своим мировоззрением здесь должен царить культ мастерства. Сальери всего мира этот культ проповедует до сих пор. «Ремесло поставил я подножием искусству», так говорит Сальери. «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп», говорит он дальше. Как средневековый алхимик, Сальери надеется при помощи мастерства добыть золото из железа. В усердии ему не откажешь, и терпение, и труд, и любовь к музыке, и даже на всякий случай моление, лишь бы достичь высоких результатов, которые его сравняют с Моцартом, или даже поставят над ним. Почему же Моцарт
ничего не говорит о мастерстве, а вместе с ним и Пушкин. Да потому что того мастерства, о котором мечтает Сальери, для Моцарта не существует. Ремесленная часть искусства, безусловно, есть, но она для настоящего художника слишком элементарна, чтобы о ней говорить. Что же такое истинное мастерство? Существует ли оно? По-моему, существует, но заключается совсем в другом. Я бы дал такое определение мастерству. Мастерство художника – это умение заставить работать разум на уровне интуиции. Мастерство есть воспоминание о вдохновении, и потому отчасти благородная имитация его. В работе над большой вещью, а иногда и не над большой, вдохновение может быть прерывистым. И в таком случае мастерство есть заполнение пауз. Мастерство – это развитие духовного зрения художника, вспоминающего ночью пейзаж, который он уже видел при свете вдохновения, и по этому воспоминанию находящего дорогу в лесу. Поэтому в серьезном смысле слова и говорить об этом нечего. Кто знал вдохновение, тот так или иначе найдет путь к истинному мастерству. А кто его не знает, или знает в недостаточной степени, тому все равно не поможет разъятие музыки. Вдохновение – это радость по поводу приоткрывшейся тебе истины. Состояние это очень напоминает состояние счастливой влюбленности. Вдохновение и есть форма влюбленности, только влюбленности в приоткрывшуюся истину. Пишущий в самые высокие минуты вдохновения чувствует, как будто кто-то ему диктует рукопись. Меняется само физическое состояние человека. Он может работать по 12 часов в сутки, не чувствуя никакой усталости. Вдохновение, можно сказать, есть признак благосклонности музы к человеку, испытывающему вдохновение. Но, конечно, эту благосклонность надо заслужить. Наиболее наглядной формой заслуги является то, что вдохновение чаще всего приходит по поводу вещей, которые художнику казались важными, тревожили, мучили его, но он не мог найти форму для их воплощения. Уныние, упадок сил есть вне вдохновения, вне истинное состояние. Но такое состояние бывает у каждого человека. Как быть? Я думаю, винить прежде всего самого себя и продолжать жить с мужественной верой, что если вдохновение у меня бывало, значит, оно должно прийти снова. Но и наше уныние с точки зрения высшей мудрости есть вещь необходимая. Надо нас проверить и через уныние тоже. Каковы мы в упадке? Это тоже важно для определения нашего истинного облика. Художник всегда творит в двух направлениях. Он творец своих произведений и своей жизни одновременно. Художник интуитивно и беспрерывно оплодотворяет свою жизнь, превращая ее в обогащенную руду, в бесконечный черновик, который потом будет переплавляться в своем творческом воображении, придавая ему ту или иную форму. Сравнительно мелкие падения в жизни художник может преодолеть творческим покаянием. Разумеется, субъективно он свое падение не будет воспринимать как мелкое. Он его искренне воспринимает как полный, позорный провал. Но настоящее, серьезное падение в жизни никто еще не мог творчески преодолеть. Муза брезглива, она отворачивается от испакощенной жизни. Причину таинственного хронического бесплодия некогда ярких талантов ищите в их жизни, и вы найдете то место,
где муза отвернулась от них. Беспрерывное жизненное сопротивление всем видам подлости, трение от этого противоборства аккумулирует в душе художника творческую энергию. Поэтому можно сказать, что талант – это награда за честность. Каждый талантлив в меру своей честности, понимая ее в самом широком, многослойном смысле. Спасибо. Звезды и люди. Молодой абхазский адвокат князь Сафар сидел за столиком в прибрежной кофейне, покуривая и почитывая местную газету, нервно обсуждавшую радужные возможности крестьянских реформ Александра II. Дело происходило в Мухусе. Сафар был хорош собой. У него было узкое породистое лицо, густая шевелюра и надменно-бархатистый взгляд, который, он знал, очень нравился женщинам. У Сафара было испорченное настроение. Вчера на скачках его прославленного скакуна обогнал лошадь безвестного крестьянина из села Атары. Хотя крестьянская лошадь явно ничего не знала об освобождении крестьян. Но в голове у Сафара каким-то образом соединили все эти длинные статьи о реформах и дерзостная резвость крестьянской лошади. В Абхазии лучшие скакуны всегда были у дворян, а вот сейчас оказалось, что не всегда. И Сафар злился по этому поводу. По этому же поводу он вспомнил своего брата по аталычеству. Звали его Бата. Они были однолетки. Аталычество, воспитание дворянских детей в крестьянских семьях от рождения до отрочества, было широко распространено в Абхазии. К своему молочному брату Сафар испытывал сложные чувства. Он ценил его силу, ловкость, веселый характер, даже своеобразное остроумие. Но что-то в его облике раздражало Сафара. Чувство собственного достоинства, не дающее ни единого преимущества высокородному молочному брату. Кстати, об остроумии. Года 2 назад они встретились в городе, кутили в небольшой дворянской компании под открытым небом в этой же кофейне. Ночь была прекрасная, небо густо вызвездило. И Сафар, зная, что он самый образованный человек в этой компании, решил подблеснуть и стал объяснять Бате название звезд и созвездий, сияющих в небесах. Бата его внимательно слушал. Молодые дворяне притихли. Видимо, они недалеко ушли от Баты в знании звездной карты. И вдруг Бата в конце его пылкого обращения к небу спросил, показывая на звезды: а они знают, что они так называются? Сафар не успел осознать смысл вопроса, как раздался гогот компании. «Умри, Сафар, он тебя убил!» — сказал один из молодых дворян. Сафар разозлился, однако промолчал. Все-таки молочный брат. Он помнил, как в детстве они с Батой собирали в лесу каштаны. Им было лет по 10. Вдруг из каштанового дерева вывалился медведь. Он, видимо, лакомился теми же каштанами, сидя на ветке. Медведь взревел и встал на дыбы. Мальчики стояли рядом, и вдруг Бата сделал шаг вперед и заслонил Сафара от медведя. Сафар с детства был гордецом, и этот шаг он Бате никогда не мог простить. Он не был трусом, но он мучительно чувствовал, что сам бы этого шага не смог сделать. Начальное образование Сафар получил в селе Анхара. Там жил некий народный учитель по имени Астамыр. Он собирал у себя дома крестьянских и дворянских детей и обучал их грамоте и всем наукам. Учитель любил Сафара, потому что тот был самым способным мальчиком. Позже Сафар блестяще окончил гимназию, а затем и Московский университет, вернулся на родину и работал в Мухусе адвокатом, любил лошадей, играл на скачках. И вот его прославленный скакун проиграл на скачках обыкновенной крестьянской лошади, хозяин которой жил в деревне, расположенной недалеко от деревни его молочного брата. Сафар решил уговорить Бату украсть эту лошадь. В те времена воровство лошадей поощрялось как удаль. Про любого молодого человека говорили: еще ни одной лошади не украл, а уже жениться вздумал. Так поощрялась его незрелость. И вот Сафар решил попросить Бату увести лошадь этого крестьянина. К тому же он слыхал, что Бата женат на красивой молодой женщине.
и ему захотелось посмотреть на нее умеренно бархатистым взглядом. К вечеру он подъезжал к дому Баты, где он провел все свое детство. Окинув глазами дом и стоявшую наискосок от него кухню, Сафар почувствовал струйку нежности, плеснувшую в его душе, но одновременно неожиданно осознал убогость дома и жалкую низкорослость кухни, покрытой соломой. Он въехал во двор. В дверях кухни появилась молодая женщина. Он понял, что это юная женщина Назиброла, жена Баты, но он не успел ее разглядеть. К нему навстречу вышел Бата с ведром молока. «С полным встречаю, брата!» – зычно крикнул он издали и, поставив ведро на землю, улыбаясь, пошел ему навстречу. Он подхватил коня под узцы, потом помог спешиться брату и поцеловал его. Потом крикнул жене: «Встречай моего брата Сафара, целуй его!» Молодая женщина легко перебежала травянистый двор, смело обняла Сафара за шею и поцеловала его в лицо. Поцелуя ее, он ощутил, как прикосновение легкого пушка к щеке. Такого поцелуя он никогда не знал. Юная женщина отпрянула от него, покраснела и улыбнулась гостю. Бата усадил Сафара у открытого очага и, сказав «сейчас вернусь», вышел из кухни. Гость не успел оглядеться, как Бата вошел в кухню с прирезанным козленком. В одной руке он держал длинный пастушеский нож. Пока Сафар соображал, каким образом за такое короткое время Бата смог дойти до загона, выбрать козленка, прирезать его и принести, тот уже успел освежевать тушку, нанизать мясо на вертел и, прилазившись у очага на низеньком стуле, щурясь от дыма, уже поверчивал нежное мясо. Назиброла приготовила мамалыгу, достала откуда-то кувшин с вином, и они сели за низенький кухонный столик. Сафар охотно пил и ел, послеживая за передвижениями юной хозяйки по кухне, и находил в ней все больше и больше обаяния. Наконец Сафар изложил брату свою просьбу. Тот рассмеялся, сверкнув белоснежными зубами. «Что, крестьянская лошадь в нагасти твоего жеребца оказалась?» — сказал он. «Ладно, сегодня же ночью пригоню ее сюда, если ее хозяин не спит на конюшне». И ушел в ночь. Сафар сидел у очага и, потягивая вино, следил за женой своего молочного брата. Сафару она все больше и больше нравилась. Заснуть он не мог. Страсть все сильнее и сильнее распаляла его. Он тихо встал и босой подошел к дверям. Еле слышно доносилось ее дыхание. Уснула или притворяется? Он тихо приоткрыл дверь и вошел в спаленку. Он подошел к кровати, протянул руку и нежно погладил ее по щеке. Она что-то пролопотала во сне и вдруг, обдав его наспанным теплом, приоткрыла одеяло, приглашая его к себе. Он воровато лег рядом с ней и тихо обнял ее. Она спросонья сунула ему руку под рубашку и вдруг, словно притронулась к змее, отдернула руку и вскрикнула. По форме спины она угадала, что это не муж, но теперь сопротивление ее придавало ему особую, неостановимую ярость. Несмотря на ее крики и отчаянную борьбу, он овладел ею. «Скажешь что-нибудь мужу, он нас обоих убьет», — сказал он. Она молчала и лежала, как мертвая. «Такое рано или поздно случается с каждой женщиной», — добавил он. «Не ты первая, не ты последняя». Она лежала и молчала, как мертвая. Он встал и, аккуратно прикрыв за собой дверь, лег в свою кровать и уснул. На рассвете Бата вернулся верхом на украденной кобылице. Бата тихо вошел в дом, кинул беглый взгляд на спящего Сафара и проскользнул в свою спальню. В рассветном сером свете, лениво льющемся из оконца,
Он увидел, что жена его сидит на кровати в разодранной рубашке, и постель хранит следы ночного побоища. Назиброла смотрела куда-то в пустоту. Бата понял все, что здесь случилось. Он сел рядом с женой на кровать и обхватил голову руками. Так он просидел больше часа. Петухи раскричались по всему селу. Солнце встало. Бата поднял голову. Нет в мире человека сдержаннее горца, если он решил быть сдержанным. Но и нет в мире человека страшнее горца, если ему по какой-либо причине отказывают тормоза. «Вставай, готов завтрак, и чтоб он ничего не почувствовал», — сказал Бата тихо. Через час Сафар и Бата сидели за завтраком. Мрачность Назиброла была понятна Сафару, но мрачность Сафара, Баты, его слегка тревожила. Когда они встали из-за стола, Бата вызвался проводить его до ближайшего леска. Сафар взлетел на своего жеребца, так ему хотелось сейчас быть подальше от дома своего молочного брата. Рядом вышагивал Бата, держа за поводья украденную кобылу. Когда они вошли в лес, Бата остановился. «Сафар!» — тихо и грозно произнес он. И он понял все. Конец. И он вспомнил ту необыкновенную быстроту, с которой Бата прирезал козленка и внес его на кухню, и краем глаза заметил, что длинный черный чехол от ножа висит у Баты на боку. «Я знаю, что ты сделал этой ночью», — сказал Бата. «Но между нами молоко моей матери. И я не хочу мешать с кровью молоко моей матери. Я тебя не убью, но ты должен выполнить одно мое условие. Сейчас по дороге ты заедешь к своему учителю и расскажешь ему о том, что случилось этой ночью. Я хочу спросить у твоего учителя, чему он тебя учил. Я думаю, не пропустил ли он чего-нибудь по дороге к звездам. Я приеду к нему завтра и спрошу об этом. Если ты не расскажешь учителю о том, что случилось здесь этой ночью, я тебя найду и убью». Покачиваясь в седле, Сафар обдумывал сказанное Батой. Но как быть с учителем? Не сказать ему нельзя, и сказать страшно трудно. Сафар был любимым учеником, и учитель им всегда гордился. Когда Сафар въехал во двор учителя, старый Астамыр стоял на ступеньках веранды своего дома и чистил шомполом ружье. Старик собирался на охоту. Старый Астамыр обрадовался своему любимому ученику. Подошел он к нему и обнял его. «Что тебя привело в наши края?» – спросил учитель. Сафар, низко склонив повинную голову, сказал, что у него случился грех с женой молочного брата. Учитель потемнел лицом. «Зачем ты мне об этом говоришь?» – тяжело вздохнул старый учитель. «Мой молочный брат велел рассказать именно вам, учитель», – отвечал Сафар. «Я был пьян и сам не знаю, как это случилось». «Если бы трезвому это дело тебе не пришло на ум», – жестко ответил учитель, – «пьяным ты бы его не совершил. Но почему он тебя направил ко мне? Может, он решил, что я тебя не тому учил?» «Не знаю», — сказал Сафар, — «может быть и так. Однажды я ему открыл название звезд и созвездий. Помните, как вы нас этому учили?» «Я думал, он обрадуется названием звезд», — продолжал Сафар. «Но он вдруг спросил у меня, а звезды знают, что они и так называются?» Это было в Мухусе, в открытой кофейне. Там была большая компания, и все стали смеяться надо мной. Мне было очень обидно. «И ты затаил на него злость. Езжай домой, Сафар. Ты сделал черное дело. Постарайся отмолить свой грех, если это возможно. Но и я виноват. Этот пастух не дурак. Он понял, что учитель отвечает за своего ученика». Тогда князь Сафар сел на своего коня и уехал.
Учитель дочистил ружье и стал собираться на охоту. Он терпеть не мог менять решение на ходу. 40 лет назад он, сын богатого помещика, решил посвятить свою жизнь посвящению своего народа. У себя дома он организовал первую абхазскую школу и сам преподавал в ней все предметы. И вдруг сейчас, после истории с Сафаром, ему показалось, что рухнуло все, на чем стояла его жизнь. Его гордость, его лучший ученик, блестяще окончивший Московский университет, оказался обыкновенным мерзавцем. И какая горькая ирония в словах пастуха. А звезды знают, что они так называются. Он продолжал думать о том, что рассказал ему Сафар, и все больше и больше мрачнел. Он вошел в лес, и у самой лесной поляны влез на сильно склоненный карагач, сидя на которой можно было наблюдать за лесной полянкой. Пока он думал, из лесу выскочили 2 зайца, поиграли, попрыгали на полянке, а он просто следил за ними, забыв, что пришел охотиться. Он пробыл здесь часа 2. Слезая с наклоненного ствола карагача, он уже в метре от земли вдруг потерял равновесие и, вынужденный спрыгнуть со ствола, чтобы не упасть, оперся прикладом о землю. Он с такой силой, с таким раздражением ткнул прикладом в землю, будто он хотел вернуть не только телесное равновесие, а равновесие всей подкосившейся жизни. Ружье от сотрясения выстрелило под посаженной мной любимой яблоней. «Похороните меня», рассказывали, сказал он перед смертью прибежавшим на выстрел людям. «Мне приятно будет знать, что спелые яблоки будут падать на землю вокруг меня». Он был хорошим садовником, потому и умер. Легенда о Ленине. Что случилось с этими русскими? С каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чигенцы, сколько я их помню. Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чигенцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием Амавзолей. Предание покойника земле для чигенцев настолько важный и неукоснительный акт, что произведенное нравственное чувство чигенцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того, чтобы лежать в земле и слиться с землей. Вообще чигенцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Чигенцы про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего они не уточняли, иногда стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили: тот, кто хотел хорошего, но не успел. По представлению стариков чигенцев, над которым в мое время молодежь потихоньку посмеялась, Ленин был величайшим обреком всех времен и народов. Он стал обреком после того, как его старшего брата, тоже великого обрека, поймали и повесили по приказу царя. Его старший брат не собирался становиться обреком, он собирался стать учителем, как и его отец. Но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге в те времена, как и в Абхазии, тоже были всенародные скачки. И вот старший брат Ленин
увлеченный скачками, не заметил, что слишком высовывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему месту почетному. Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подоспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошадью, а царь, на то и царь, чтобы не останавливались, ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкеску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стеганул его камчой, сплетенной из львиной шкуры, и поехал дальше. С этого все и началось. Оказывается, род Ленина был очень гордым родом. Хотя люди этого рода всегда бывали учителями и метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенные ему при народе, даже царем Николаем. Кстати, по абхазским обычаям самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку, это ударить его палкой или кончой. Такое оскорбление смывается кровью и только кровью оскорбителя. Ударил кончой или палкой, значит, приравнял тебя к скоту. А зачем жить, если тебя приравняли к скоту? Ну, мы отвлеклись. А между тем, царь Николай стеганул кончой брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева. Брат Ленина ушел в Абреги, взяв с собой 2-3 надежных товарищей, с тем, чтобы кровью царя смыть нанесенное ему на людях оскорбление. Ну, жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищами. И тогда Ленин, еще мальчика, дал клятву отмстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеуслый, он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промашку. Ленин ушел в Абреги и 20 лет скрывался в сибирских лесах. И жандармы всей России ничего с ним не могли поделать. Наконец он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. Но по другой версии он его только ранил, а Большеуслый позже его прикончил. Вот так или иначе, царь уже не в силах был удержать власть, а Ленин ее перевернул. Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем воспользовался Большеуслый. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него. Первое, что он написал, Большеуслого отогнать от власти, потому что он вурдалак. Второе, что он там написал, не собирать силком крестьян в колхозы. Третье, что он там написал, если уж совсем не могут обойтись без колхоза, не трогать абхазцев. Потому что абхазцы, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. А так как абхазцы, хотя и малочисленная, но исключительно ценная порода людей, их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев и родственных связей. Четвертое, что он там написал, за всеми государственными делами не забывать про индурцев и постоянно приглядывать за ними. Пересказывая завещание Ленина, немцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Как же чегемцам после этого было не любить и не чтить Ленина? Кстати, весь о завещании Ленина, я думаю, принес Чегем некогда
известный командир гражданской войны дядя Федя, живший в Чегеме то у одних, то у других хозяев. Он никогда не запивал, он иногда запивал с таинственной для Чегема длительностью. А так как в Чегеме все пили, но алкоголиков никогда не было, его запои чегемцев воспринимались как болезнь, присущая русским дервишам. Ему голос был, говорили чегемцы, потому что он бросил все и пришел к нам. Чегемцам это льстило. Это был тихий, мирный человек, в сезон варенья и водки, сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это время не запивавший. Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом после победы революции стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвиженцев, он откровенно несколько раз признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе. Его несколько раз снижали в должности, и вдруг в один прекрасный день он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в Курской губернии до Германской войны, делать не умеет. Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми им в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе, он не выдержал. Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, протащил по всей России, переволок через Кавказский хребет, и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очутился в Чегеме. С чудом уцелевшим орденом Красного Знамени на груди. Ну, а в другом месте после. А здесь мы продолжим чегемскую легенду о Ленине. Значит, Ленин написал завещание, или бумагу, как говорят чегемцы, но большеусый выкрал ее и сжег. Однако Ленин, как мудрый человек, и сломленный смертельной болезнью, успел прочесть ее своим родственникам. После смерти Ленина большеусый стал уничтожать его родственников. Но те успели предсказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большеусый стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге. И он уничтожил тьму тьмущих людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить. И вот тело Ленина выставили в домике под названием Мавзолей, хотя вдова его, по слухам, которые дошли до чегемцев, была против. Проходят годы, и годы кости его просятся в землю, но их не предают земле. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, чегемцы часто склонны были объяснить этим великим грехом непреданием земле костей покойников, тоскующих по земле. Что с русскими? Говорили они. Мы здесь в Чегеме про бумагу, написанную Лениным, знали, и про всю хурдовательство Большеусова знали. Как же они об этом не знали? И несмотря на все превратности жизни, и несмотря на все попытки объяснить им, что такое бывало, что иногда великих людей из любви к ним не предавали земле, чегемцы упорно продолжали ждать, когда же наконец предадут земле того, кто хотел хорошего, но не успел. Умыкание или загадка индурцев. «Дядя Сандро, — спросил я, — а что вы вообще думаете о женщинах?» «Всякой женщине, — ответил дядя, — можешь сказать одно и никогда не ошибешься. При таком характере могла бы быть и покрасивее. Но индурцы — это совсем другой разговор». Дядя Сандро, разглаживает усы, явно довольный, что добавил еще несколько штрихов к неустанно созидаемому психологическому облику индурцев. «Вот ты смеешься, когда я говорю, что индурцы опутали нас по рукам и ногам.
Но я с тобой иду на спор. Возвращаясь в город, ты будешь идти мимо дома правительства, где все наши министерства. Выбирай любой этаж и пройди подряд 10 кабинетов. И если в 8 из них не будут сидеть индурцы, я выставлю тебе и любым твоим друзьям хороший стол. И даю клятву больше никогда не говорить об индурцах. «Вы это всерьез?» – спросил я, пораженный таким оборотом разговора. «Конечно», – сказал дядя Сандро. И, приподняв львиномордую айву, внюхался в нее, как эстет в розу. «Но если ты проиграешь, ты выставишь мне стол в ресторане. И перед всеми моими друзьями признаешься, что ты был слепой теленок, которого дядя Сандро всю жизнь тыкал в сосцы правды». «Идет», — согласился я. Через 20 минут я уже был возле дома правительства. Я на минуту замешкался у входа. Я здорово волновался, я сам не ожидал, что так буду волноваться. Я не знал, какой этаж выбрать для чистоты эксперимента. Почему-то остановился на 3-м. Он мне показался наиболее свободным от игры случая. Перешагивая через 1-2 ступеньки, я вымахал на 3-й этаж. Передо мной был огромный коридор, по которому лениво проходили какие-то люди. Я прошел по коридору и, отсчитав справа, почему-то именно справа 10 кабинетов, распахнул дверь в последний и остановился в дверях. За столом сидел лысоватый немолодой индурец. И когда я открыл дверь, он посмотрел на меня с тем неповторимым выражением тусклого недоумения, с которым смотрят только индурцы. Я быстро закрыл дверь и направился к следующему кабинету. Толкнул дверь, и сразу же мне в лицо ударила громкая индурская речь. За столом сидел индурец, и 2 других индурцев стояли у стола. Говорили все трое, и все трое замолкли на полуслове, как только я появился в дверях, словно обсуждался план заговора. Замолкнув, все трое уставились на меня. Гейзер паники вытолкнул в мою голову мощную струю крови. Я распахивал дверь за дверью, и как в страшном школьном сне, когда снится, что экзаменатор отвернулся от стола и разговаривает с кем-то, а ты переворачиваешь билеты в поисках счастливого, но в каждом незнакомые вопросы, и ты ищешь счастливый билет, уже тоскуя по первому, который был проще остальных, а счастливый все не попадается. Ты уже забыл, где лежит тот первый, что был полегче остальных, и по хитроватой улыбке экзаменатора, который теперь слегка развернулся к тебе, договаривая то, что он говорил другому, ты догадываешься, что он все знал заранее, и что он нарочно отвернулся, чтобы полнее унизить тебя. Вот так и я. Вот так и я открыл 8 дверей, и в каждом из 8 кабинетов сидел индурец. И я в отчаянии открыл 9-ю дверь. В кабинете оказался очень молодой индурец, и он очень доброжелательно посмотрел на меня. Я рванулся к нему и замер у стола. Сидя за столом, он кротко и внимательно следил за мной. «Извините», — сказал я хочу вам задать один вопрос». «Пожалуйста», — ответил он, застенчиво улыбаясь и тем самым как бы беря на себя часть моего волнения. «Вы индурец?» — спросил я, может быть, слишком прямо, может быть, самой интонацией голоса умоляя его оказаться не индурцем, или в крайнем случае отказаться от индурства. Молодой человек заметно погрустнел. Потом, бессильно прижав ладони к рукам, он встал и, склонив как бы отчасти признающую себя повинную голову, промолвил: «Да, а что, нельзя быть индурцем?» «Нет, нет!» — крикнул я. «Что вы, конечно, правь, индурья, правь!» И с этими словами я выскочил из кабинета, не переставая бормотать: «Правь, индурья, правь!» Я очнулся у моря, в открытой кофейне, где для успокоения души заказал 2 чашки кофе по-турецки. То, что дядя Сандро оказался прав, потрясло меня. Однако после первой чашки, поуспокоившись и поостыв на морском ветерке, я вдруг понял, что только в 2 кабинетах сидели настоящие индурцы. Это там, где громко разговаривали и обернулись, когда я открыл дверь.
И там, где молодой человек склонил свою отчасти признающую себя повинную голову. Второе открытие потрясло меня еще больше, чем первое. Значит, я способен поддаваться этой мистике. Теперь я понял, как это получилось. Сначала я был абсолютно уверен, что утверждение дяди Сандро безумно. Но в самой глубине души мне хотелось, чтобы восторжествовала не убогая реальность действительности, а фантастическая реальность. Хотелось, чтобы жизнь была глубже, таинственней. Поэтому, признав первого владельца кабинета индурцем, я как бы дал фору маловероятной мистике. Но когда во втором кабинете оказались индурцы, да еще так внезапно и враждебно посмотрели на меня, когда я открыл кабинет, произошла мгновенная кристаллизация идей. Очень уж неприятно, когда люди замолкают на полусловие при виде тебя. Впрочем, теперь мне было легче выставить дяде Сандро стол, чем повторять эксперимент. За полночь мы расстались за стольцами, и часть пути до дому шли с дядей Сандро. Я вспомнил индурца с печальными глазами и спросил, что он о нем думает. «Индурец, признающий коварство индурца, — сказал дядя, — это и есть самый коварный индурец. Признавая коварство индурцев, он делает нас добродушными, а потом уже через наше добродушие еще легче добивается своих индурских целей». На этом мы расстались с дядей Сандро. Кстати, без дяди Сандро у нас в городе относительно индурцев говорится черт знает что. Так, 2-3 раза в году город наполняется слухами, что индурцы захватили власть в Москве. Как захватили, почему захватили, и главное, кто допустил, что захватили, неизвестно. Известно главное. Индурцы захватили власть в Москве. При этом говорится, что одной из первых реформ в стране, которые проведут индурцы в ближайшее время, это объявление всех народов нашей страны индурцами. Правда, с указанием атовистических оттенков, как то русские индурцы, украинские индурцы, эстонские индурцы, грузинские индурцы, еврейские индурцы и так далее. Сами индурцы будут называться индурские индурцы. Со скромным пояснением. Коренное население. Однако без указания коренное население какого именно края, или республики, или страны, или земного шара. Эта зловещая недоговоренность больше всего пугала наших. Они выходят коренное население. Значит, мы пришлые? Выходит, вздыхал собеседник. Слухи о захвате власти индурцами обычно держатся с неделю. В таких случаях попытка навести справку у самих индурцев обычно ни к чему не приводит. Да нет, уклончиво отвечает индурец. Вечно у нас преувеличивают. В таких случаях наши иногда бросаются с расспросами к москвичам, которые только что приехали к нам в город отдыхать. Но и они толком ничего не знают. Хотя, между прочим, не слишком скрывают опасения быть захваченными кем-нибудь. Лишь бы не китайцы, говорят москвичи. Все эти слухи в основном распространяет индульгенция. Считаю, пора объяснить, что это такое. Наша интеллигенция давным-давно расслоилась на 2 части. Меньшая ее часть все еще героически остается интеллигенцией в старом русском смысле этого слова. А большая ее часть превратилась в индульгенцию. Внутри самой индульгенции можно разделить 3 типа. Либеральная индульгенция, патриотическая индульгенция и правительствующая индульгенция. Либеральная индульгенция обычно плохо работает, полагая, что плохо работая в своей области, она тем самым хорошо работает на демократическое будущее. Понимает демократию как полное подчинение всех ее образу мысли. Дома при своих или в гостях у своих всегда ругает правительство за то, что оно не движется в сторону парламента. Глядя на просторы Родины чудесной, нередко впадает в уныние, представляя грандиозный объем работ предстоящей либерализации. Однако при наличии взятки легко взбадривается и четко выполняет порученные.
Взятки берут в том или ином виде, но предпочитают в ином. Берут с оттенком собирания средств в фонд борьбы за демократию. Патриотическая индульгенция и ее местные национальные ответвления. Подобно тому, как их отцы и деды делали карьеру на интернационализме, эти делают карьеру на патриотизме. Внутри старой идеологии патриотическая идеология. Она существует как сертификаты внутри общегосударственных денежных знаков. Обычно плохо работает и плохо знает свою профессию. Считаю, что приобретение знаний, часто связанное с использованием иностранных источников, принципиально несовместимо с любовью к родине. Элегически вспоминает золотые 30-е годы, а также серебряные 40-е. Часто ругает правительство за то, что оно превратилось в парламентскую говорильню. Это не мешает ей время от времени входить в правительство с предложением. Патриотическая индульгенция считает своим долгом все беды страны сваливать на представителей других наций. Эту свою привычку любит выдавать за выражение бесхитростного прямодушия. С восторгом глядя на просторы Родины чудесной, в конце концов приходит в уныние, вспоминая, сколько инородцев на ней находится. Однако при наличии взятки быстро взбадривается и довольно сносно выполняет порученное дело. Взятки берет в том или ином виде, но предпочитает в том. Берет с намеком собирания средств на алтарь Отечества. Судя по размерам взяток, алтарь в плачевном состоянии. Правительствующая индульгенция работает плохо, считая, что любовь к правительству отнимает столько сил, что ни о какой серьезной работе не может быть и речи. Правительствующая индульгенция тоже иногда поругивает правительство за то, что оно, не замечая ее одинокой любви, недостаточно быстро выдвигает ее на руководящие должности. Индульгенцию двух других категорий ненавидит, но патриотическую побаивается и кое-что ей уступает, боясь, что иначе она отнимет все. Считая свое умственное состояние с государственной тайной, с иностранцами никогда не разговаривает, а только улыбается им извиняющейся улыбкой глухонемого. Глядя на просторы Родины чудесной, иногда впадает в уныние, представляя, сколько инакомыслящих может скрываться на такой огромной территории. Однако при наличии взятки легко утешается и довольно четко выполняет поручение. Одинаково берет как в том, так и в ином виде. Берет с оттенком помощи вечно борющемуся Вьетнаму. Любимое занятие рассказывать, а если под рукой карта, то и показывать, сколько иностранных государств могло бы вместиться на просторах Родины чудесной. Но пора вернуться к нашей теме. Обычно в таких случаях, когда слух о том, что эндурцы захватили власть в Москве, еще держится, любую случайность принимают за тайный знак. Поэтому у нас все время чего-то ждут. И хотя ты сам давно ничего не ждешь и доказываешь другим, что ждать нечего, ты невольно и сам начинаешь ждать, чтобы, когда кончится время ожидания других, напомнить им, что ты был прав, и ждать было нечего. А так как время ожидания других никогда не кончается, вот и выходит, что и ты вместе со всеми ждешь, что у нас все время чего-то ждут. В сущности, это даже неплохо. Было бы ужасно, если бы люди ничего не ждали. Смирись, гордый человек, и живи себе в кротком или бурном, как мои земляки, ожидании чего-то. У входа в королевский дворец на королевской лужайке было созвано чрезвычайное собрание кроликов. Сам король сидел на возвышенном месте рядом с королевой. Над ними развевалось знамя кроликов с изображением цветной капусты. Полотнище знамени представляло из себя большой лист банана, на котором качан цветной капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы. В сущности говоря, ни один кролик никогда не видел цветной капусты.
Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи, хотя их и приходилось иногда взбадривать, о том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами, работающие на тайной плантации по выведению цветной капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать цветную капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия. В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью. Паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества которой оплодотворяли мечту о цветной капусте. Эти же продукты они поставляли и ко двору короля. «Ну, как сегодня капуста?» — бывало спрашивал король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой. «Хороша!» — неизменно отвечали кролики, облизываясь. «Так вот», — говорил им на это король, — «когда появится цветная капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите». «Господи!» — вздыхали кролики, услышав такое. «Неужели доживем до этого?» «Будьте спокойны», — кивал король, — «следим за опытами и способствуем». Великая мечта о цветной капусте помогала королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности. Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была цветная капуста. «Да-да», — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления, «ваши стремления правильны, но не своевременны. Потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению, и если проявляющий стремление продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал. И тогда кролики приходили к выводу, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы. И эти же лучшие головы, конечно, прежде всего нужны были для работы над выведением цветной капусты. Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь далеко, в том краю, где цветная капуста цветет. Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала. И тогда кролики говорили: видно, он большой ученый, семью разрешили вывести. Везет же некоторым, говорили крольчихи, вздыхая. Итак, в этот день, который уже клонился к закату, на королевской лужайке король и королева сидели на возвышенном месте, а над ними слегка колыхалось знамя с изображением цветной капусты. Чуть пониже располагались придворные кролики, или, как их называли в кроличьем простонародье, допущенные к столу. А еще ниже те, которые стремились быть допущенными к столу. А дальше уже стояли или сидели на лужайке рядовые кролики. Легко догадаться, что чрезвычайное собрание кроликов было вызвано чрезвычайным сообщением задумавшегося. Наш страх – их гипноз. Их гипноз – наш страх, повторяли рядовые кролики, смакуя эту соблазнительную мысль. «Какая смелая постановка вопроса!» — восклицали одни. «И мысли следуют одна за другой!» — восторгались другие. «Ну прямо как фасолины в стручке!» «Ой, кролики, что будет?»
говорили третьи, которым от великого открытия задумавшегося делалось до того весело, что становилось страшно. И только жена задумавшегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла: «А почему мой должен был разоблачать удавов? А где допущенные к столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем? Ведь удавы будут мстить мне и моим детям за то, что он здесь наболтал». «Ты должна им гордиться, дура!» — говорили окружающие кролики. «Он великий кролик!» А между тем королю кроликов сообщение задумавшегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость ничего хорошего ему не сулит. Но, будучи опытным знатоком настроения толпы, он, видя всеобщее ликование, не мешал ему проявляться со всей полнотой. Он понимал, что всякое ликование толпы имеет свою высшую точку, после которой оно обязательно должно пойти на убыль. И тогда уже можно будет высказывать свои сомнения. Король кроликов все это знал хорошо, и поэтому долго молчал. И не только молчал, а лицо его выражало грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения. И тут все начали понимать, что король сомневается в правильности наблюдений задумавшегося. Допущенные, заметив сомнения короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение допущенных, в свою очередь, было подхвачено стремящимися быть допущенными и доведено до выражения гневного протеста против непроверенных королем научных слухов. Да, король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах задумавшегося. Вся деятельность короля была связана с тем, что он лично вместе со своими придворными помощниками определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин. И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза. Король знал, что только при помощи надежды, цветная капуста, и страха, удавы, можно разумно управлять жизнью кроликов. Но на одной цветной капусте долго не продержишься. Это король понимал хорошо, и потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами. «Кролики», — начал он просто, — «я пожилой король. Я на престоле, слава Богу, уже 30 лет, и ни разу за это время не попал в пасть удава. А это о чем-то говорит». «О том, что тебе все приносят во дворец!» Выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик. Правда, уже было слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к столу и особенно стремящиеся со страшной силой за шиками. «Кролики!» — кротко обратился король к своим подданным. «Прежде чем раскрыть ошибку задумавшегося, я хочу задать вам несколько вопросов». «Давай!» — закричали кролики. «Кролики!» — и голос короля задрожал. «Любите ли вы фасоль?» «Еще как!» — хором ответили кролики. «А зеленый горошек, свеженький, с куста?» «Не говори, король!» — застонали кролики. «Не буди сладких воспоминаний!» «А свежей капустой!» — безжалостно гремел король. «Хруп,
рубчатой, говорю, любите похрумкать? У-у-у, завыли кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот. Не расстравляй, король! Если это так, продолжал король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах, перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль? На некоторое время воцарилось удивленное молчание. Но король, стали кричать кролики, этим занимаются туземцы. Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день продукты питания. Выходит, отвечали кролики. А каким образом, продолжал король, вы добываете эти продукты? Воруем, сокрушенно отвечали кролики. Разве вы не знали? Ну, это сказано слишком резко, поправил король. Правильнее сказать, отбираем излишки. Ведь вы туземцам кое-что оставляете? Приходится, отвечали кролики. Теперь перехожу к наиглавнейшей мысли, объяснил король. Ты уже переходил к наиглавнейшей мысли, крикнул один из кроликов в толпе. То была первая наиглавнейшая мысль. А теперь вторая. Не растерялся король. То, что удавы глотают кроликов, это ужасная несправедливость, не правда ли? Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами. Теперь допустим на минуту, что задумавшийся прав. Гипноза, оказывается, нет. Скачите, кролики, куда хотите. Браво, браво, задумавшийся. Ну а что же дальше? А дальше задумавшийся нам говорит, мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас несправедливость по отношению к огородам туземцев. Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов. И мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв. Но зачем подчеркивать только темные стороны? И вот что, кролики, продолжал король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности. Будем откровенны, мы ведь здесь все свои. Признайтесь, когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что какого-то кролика проглотил удав, разве вы вместе с печалью по погибшему брату с особенной силой не ощущаете уюта безопасности собственной норы? А сладость облизывать нежные тельца своих очаровательных крольчат? А прижиматься, тут все взрослые кролики, я могу говорить прямо. Прижиматься, говорю, к теплой, ласковой крольчихе. Тем более, как быть с предками? Ведь если задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами. Выходит, что они погибли по глупости. Одно могу добавить. Жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика, Он имел в виду кролика. Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодисментов время от времени раздавались выкрики в честь короля из среды допущенных к столу и восторженные высвисты в его же честь из среды стремящихся. Как всегда, скандировалась слава Великой Троицы с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось «скромной морковке тоже слава».
Отрывок из рассказа «Думающий о России» и «Американец». Да. Так что делают в России? Думают о России. Нет, я спрашиваю, что делают в России? Я отвечаю. Думают о России. Вы меня не поняли. Я спрашиваю, что делают в России, какими делами занимаются? Дело какое-нибудь есть? В России думают о России. Это главное дело России. Ну хорошо, если думать о России это главное дело россиян, то какое-нибудь второстепенное дело у них есть? Ну какие-нибудь люди в России есть, кроме тех, которые думают о России? В России многие думают о России. Остальные воруют. Все остальные? Да, все остальные. Не может быть, чтобы все, кроме думающих о России, воровали. Как не может быть? Так оно и есть. В России все это знают. И никто с этим не борется? Нет. Почему? Некому бороться. Как некому? Это же безумие. Те, кто в России думает о России, тем некогда бороться. А те, кто ворует, не могут не бороться с самим собой. Но это не значит, что в России слишком уж много воруют. Дело в том, что в России очень многие думают о России. Так кого же больше в России? Тех, кто думает о России, или тех, кто ее обворовывает? Это невозможно посчитать. Почему? Ну, потому что кто думает о России, больше ничем другим заниматься не могут. А те, кто ворует, заняты воровством. Им некогда подсчитывать тех, кто ворует. Ну, те, кто ворует, могут заниматься этим в свободное от воровства время? У них такого времени нет. Почему? Потому что те, кто ворует, в перерывах между воровством тоже думают о России. Выходит, и у них нет времени. Значит, те, кто ворует свободное от воровства время, присоединяются к тем, кто думает о России. Конечно. Ну для чего? Ну, во-первых, когда воры присоединяются к тем, кто думает о России, их нельзя отличить от тех, кто думает о России. А это им выгодно. А во-вторых, им любопытно думать о России. Думать о России для них кайф. Чем больше они думают о России, тем сильнее убеждаются в необходимости воровать. Это поднимает дух. В таком случае те, кто думает о России, во время отдыха от думания о России могли бы подсчитать, сколько людей думает о России, а сколько людей обворовывает Россия. Нужен ведь какой-то баланс, иначе страна погибнет. Им тоже некогда. Те, кто думает о России, когда отдыхают от российских дум, тоже подворовывают. Как, и они воруют? Нет, когда думают о России, не воруют. Боже упаси. Но в свободное время подворовывают. Жить же надо. К тому же, подворовывая, они сливаются с теми, кто ворует, и становятся незаметными. В России думать о России всегда было гораздо более опасно, чем воровать. Такая традиция. Вот они и маскируются так. Но главным образом они думают о России. Выходит, в России все думают о России. Я же с этого начала. Ну хорошо, разберемся в деталях. Я так понял, что в России те, кто внизу, они подворовывают, а те, кто вверху, они надворовывают, что ли? Полная чепуха. Сразу видно, что вы иностранец. И не чувствуете самых трепетных тонкостей нашего языка и нашей психологии. Подворовывать – это человечно, скромно, даже уважительно по отношению к тому, кого подворовывают. А по-вашему, вероятно, подворовывать значит грубо выдергивать, что лежит снизу. А что это значит? Подворовывают – это значит воруют с оглядкой на совесть. Воруют и плачут. Воруют и плачут. Одновременно. Именно одновременно. А те, что вверху, значит,
не надворовывают, а тогда что они делают? Да нет, конечно. Надворовывают. Звучит высокомерно. Надворовывают, значит, презирают тех, кто подворовывает. Это мы им не позволим. Мы люди гордые и обидчивые. Надворовывать. У нас даже в языке нет такого слова. Гордый язык. Наверху у нас воруют. Но какая же разница между теми, кто ворует наверху, и теми, кто внизу? Огромная. Наверху сурово воруют. А внизу мягко подворовывают. Воруют и плачут. Одновременно. Одновременно. Более того, у нас народ такой совестливый, что иногда даже начинает плакать перед тем, как начать воровать. Еще не ворует, а уже плачет. Порой это заметно и на улице, и сразу видно, бедняга подворовывать идет. Ему жалко человека, у которого он идет подворовывать. Бывает порой встретить на улице знакомого, поплачутся друг другу на груди и расходятся в разные места подворовывать. Только в России человек жалеет человека, у которого ворует. Он братские чувства к нему испытывает. Он ведь хорошо знает, что украденное у близкого было в свое время близким украденного у другого. И он сразу же жалеет всех троих. Как же тут не расплакаться? Сколько у России жалобщиков, жалельщиков, соборным и народом. А так как в конечном счете все подворовывают у России, включая тех, кто ворует сверху, все жалеют Россию. Ни один народ в мире так не жалеет свою страну, как мы. Удивительное дело. У нас на Западе мы привыкли уставать от работы, отдыхать за разговором. А здесь в России я постоянно устаю от разговоров. Скажу честно, я от вас устал. Естественно. Вы не привыкли. У вас быт, у нас метафизика. Вы научились делать, не думая. А мы научились думать, не делая. Ну хорошо, но какая самая характерная черта думающих о России? Самая характерная черта думающих о России – это принципиальное нежелание заниматься практическими делами. При поощрительной дозволенности давать практические советы правительству. Правительство все равно нас не слушает, но мы все равно даем ему советы. Я вот удивляюсь, сколько умных людей в России. Почему же они никак не могут попасть в правительство? Надо, чтобы в России были люди, думающие о России. А разве в правительстве нельзя думать о России? У них времени нет. Тем более они знают, зачем думать о России, когда вся Россия и так думает о России. Но говоря всерьез, вот что происходит. Ум – это тяжелый груз у двигающегося к вершинам власти. Кто решительнее сбрасывает этот груз, тот быстрее поднимается глупее на ходу. Я вижу, несмотря на тяжелое положение страны, вы не теряете чувства юмора. Даю еще медицинскую справку. Галопирующий распад при вялотекущем капитализме. Я и говорю, вы не теряете чувства юмора. Чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость и распространять ее по всей стране. Я всегда говорил, если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может проржаветь. Я часто задумываюсь над этим вопросом и оказываюсь в тупике. Предположим, бессовестный человек совершает бессовестный поступок. Его судят, сажают в тюрьму, но ведь с философской точки зрения это абсурд. Раз человек бессовестный, он совершает бессовестный поступок, не ведал, что творил. Как же его за это можно сажать в тюрьму? Ваше рассуждение кажется логичным только на первый взгляд. Безумпция невиновности. Абсолютно бессовестных людей не бывает. Самый бессовестный человек не бывает настолько бессовестным, чтобы в глубине души не знать о своей бессовестности. Поэтому суд над ним справедлив. А что больше сейчас ценится в России? Совесть или честь? Для думающей России совесть, а для ворующей честь.
Почему? Честь – последний человек в свете совести. Он не делается первым, когда совесть дает задний ход. Честь – совесть картежника. Скажем, уголовник убил уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул и не додал денег. На самом деле не в деньгах дело. Самая глубинная причина убийства – задетая честь. В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать, суд отменяется по причине отсутствия предмета спора. Христос все время говорит нам о совести и никогда о чести. Меня вот что волнует. Допустим, в России после нашего смутного времени укрепится правовое государство. Будут развиваться и развиваться законы, по которым человек должен жить, но не приводит бесконечное развитие законов к постепенному усыханию совести. Человек живет преимущественным пафосом общества. Сейчас в России преимущественный пафос жизни – беззаконие. Но вот закон победил, и преимущественным пафосом жизни становится подчинение законам. Но воцарившись в обществе, как главный пафос жизни, закон не вытесняет ли совесть? Да-да, вы в чем-то правы. У нас в Америке знаете, кто самые бессовестные люди? Это юристы, законники. Если попадешь к ним в лапы, они так ловко будут манипулировать законами, что берут тебя до последнего цента. Не дай Бог попасть к ним в лапы. Это само собой, но я говорю о более широкой вещи. Если закон становится преимущественным пафосом жизни, совесть хереет. Но как бы ни были развиты законы, всегда были, есть и будут случаи в жизни, где человек должен действовать, согласуясь с совестью. Но как же ему действовать, согласуясь с совестью, когда она у него усохла? И усохла именно потому, что хорошо развились законы, и человек привык себя ограничивать только законом. Да, сложный вопрос. Видимо, надо, чтобы и законы, и совесть развивались параллельно. Но та драма, о которой вы говорите, дело далекого будущего. В России, как я понимаю, сейчас актуально закрепить демократические законы, чтобы они действовали. А то, о чем вы говорите, это далеко впереди. Считается, что культура развивает совесть. Что вы думаете о ее роли? Холодно в мире. Холодно. Я говорю о культуре. Согрей меня, или я напьюсь. А она что отвечает? Она отвечает: ах, ты так ставишь вопрос? Будет тепло. Всерьез говоря, или книга будет греть человека, или человек будет греться над костром из книг. Третьего не дано. Хорошо или плохо, но зубами скрипя пережили эпоху, доживаем себя. Вдохновенное племя, одолев немоту, словно сдвинуло время даже с кляпом во рту. Новым дивом дивились, хоть держали в уме, от тюрьмы отвалились, привалились к суме. И покуда Иуда на Иуду кивал, появилось как чудо без труда капитал. И не новый сановник, и не старый конвой, капитал и чиновник тихо правят страной, без особых усилий, знать не зная греха, на глазах у России жрут ее потроха. Никакого тиранства, не бунтует печать, а про доблесть гражданства даже стыдно сказать. Обновили эпоху, но на смене тряпья подловили, как лоха, и страну, и тебя. Новым веянием ловко, как бы верность храня, провели рокировку воровства и вранья. Вдохновенное племя, где теперь твоя мысль? Ты раздвинула время, и скоты ворвались. Ничего не осталось, только шрамы в судьбе. Твоя к родине жалость, моя жалость к тебе.
затихает горячка. Никаких панихид. Всероссийская жрачка всероссийских элит. Кофейня. Нет, не ради славословия экзотических причуд нам в кофейне черный кофе в белых чашках принесут. Сколько раз в житейской буре обездоленный мой дух обретал клочок лазури после чашки или двух. Веселящие напитки — это вашим не чета, мне от вас одни убытки, да похмелье чернота. Глянуть в будущее смело с пьяну всякий норовит. Здесь, друзья, другое дело, ясность мысли веселит. От всемирного дурмана напузырится душа, черный кофе без обмана, ясность мысли хороша. Принимаю очевидный мир без радужных одежд, пью из чашки яйцевидной долю скорби и надежд. Пью и славлю кофевара, в ясной памяти пою аравийского отвара неподкупную струю. Спросит смертью изголовья, есть желание России? Я отвечу, ясный кофе напоследок принеси. Ну и теперь понемногу о многом. Мы не могли обойти стороной его гениальные афоризмы, и вот некоторые из них. Умный и глупый выпивают вместе. На первой стадии выпивки умный делается еще умней, а глупый еще глупей. На последней стадии глупый берет реванш. Умный выглядит глупее глупого, а у глупого сказывается больший опыт пребывания в глупости. Трус — человек, имеющий смелость не скрывать, что его жизнь ему дороже нашей. Предают не только из соображения выгоды или злобы на человека, которого предают. Чаще всего предают, чтобы почувствовать себя значительным в момент предательства, вершителем судеб. Щедрый распахивается от избытка собственного тепла и от этого получает удовольствие. Скупой запахивается от избытка собственного холода и от этого получает удовольствие. Богу абсолютно все равно, поэт ты или дворник. Он ревниво следит только за тем, насколько человек близок к исполнению его заповедей. Условия этого приближения к его заповедям абсолютно одинаковы и у дворника, и у поэта. Наша доброжелательность – лучший возбудитель мошенничества против нас. Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить глупость. Она неистребима, а для того, чтобы поддержать дух разумных. Я точно знал, что этот человек будет в аду, но я также точно знал, что он и там сделает карьеру. Хороший аппетит в молодости – праздник молодости. Хороший аппетит в старости – праздник маразма. Несмотря на правильные прогнозы пессимистов, человечество все еще живо. Несмотря на то, что человечество все еще живо, прогнозы пессимистов, увы, остаются правильными. Если к книге не возвращается настоящий читатель, значит, это не настоящая книга. Если к настоящей книге не возвращается читатель, значит, это не настоящий читатель. Настоящий читатель и настоящая книга узнают друг друга и возвращаются друг к другу, а иногда не расстаются, как влюбленные. И вот мы сегодня
в очередной раз не смогли расстаться с нашим Фазилем Искандером, решили к нему опять вернуться. И большое вам спасибо, что вы провели этот вечер вместе с нами и с нашим любимым писателем. Всего вам хорошего. Огромное вам спасибо. Спасибо Ане и Мадине за приют. Этот дом действительно становится центром нашей интеллигенции, к чему я очень бесконечно рад. Вот. И разрешите представить вам всем, в первую очередь, человека, который все это придумал. Это Альберт Кильчуков, один из самых больших любителей Искандера, ну потому как он больше всех смеялся, вы, наверное, поняли. Вот, поэтому, значит, это актер Русского театра Олег Гусейнов. Актриса Кабардинского театра, наверное, нравится Жанна Тхешуева. Наша прекрасная молодежь, которая впервые с нами сегодня выступает, и к чему я безумно рад, это наши щукинцы, которые в прошлом году вернулись, Костя Каташоков и Заириночка Мафедзова. Мафедзова. Да. Василий Шевчук.